На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Столица нашей Родины Сухум отметила 30-летие со дня освобождения от грузинских захватчиков. Государственному таможенному комитету исполнилось 32 года. В честь этой даты прошла торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников. Об участии ученого Сергея Бебе в съезде Русского ботанического общества и возможности проведения очередного съезда в Абхазии. Столица нашей Родины Сухум отметила 30-ю годовщину со дня освобождения от грузинских оккупантов. Шаг за шагом, улица за улицей, дом за домом наши бойцы продвигались к цели. 27 сентября 1993 года после кровопролитных боев государственный флаг Республики Абхазия взвился над зданием бывшего Совета министров. Вспомним, как это было. Стратегическое наступление вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы Республики Сухума, начавшееся 16 сентября 1993 года, успешно завершилось 27 сентября. 17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировали их. Подразделения, прорывавшиеся в город с севера, развивали наступление, и часть из них соединилась с отрядами первого фланга. Были заняты стратегические высоты над городом – Широма, Каман, Цугуровка и другие. К 20 сентября подразделения абхазских войск вышли с боями в город. 20-21 сентября подразделения абхазской армии сомкнули кольцо вокруг Сухума. К вечеру 25 сентября флаг Республики Абхазия развивался над железнодорожным вокзалом столицы. Наступление абхазской армии успешно разворачивалось и на Восточном фронте. 16 сентября в 5 часов 40 минут на участке Меркула-Араду-Ачамчира абхазские подразделения провели короткую наступательную операцию. Основные боевые действия, в ходе которой развернулись в районе моста через реку Кадор. Тем временем жители Тхорчала и Ачамчирского района решились на прорыв блокады. На тот момент Грузия располагала в Абхазии очень мощной военной группировкой. Второй армейский корпус, состоявший из 23-й и 24-й бригад, а также многочисленных подразделений корпусного подчинения, танковый батальон, ракетные и артиллерийские дивизионы, горно-стрелковый Широмский батальон и многие другие отряды войск Госсовета Грузии. В общей сложности на этом направлении численность грузинской боевой группировки достигала 15 тысяч человек. В результате успешных наступлений абхазской армии были освобождены населенные пункты Адзюбжа, Скурча. Абхазские отряды на Восточном фронте вышли к реке Кадор и вели методичный обстрел Сухумского аэропорта, через который грузинское командование спешно перебрасывало подкрепление. 22 сентября 1993 года командование грузинских войск пытается морским путем доставить в Сухум дополнительные силы. Однако абхазские войска не дают такой возможности. Таким образом, противник был лишен возможности переброски живой силы и вооружения в Сухум. Хочу говорить, чтобы все ребята дошли, чтобы больше не было потерь. Лайлак. – 24 сентября абхазские войска захватили ряд новых плацдармов в городе. Противник отступает, неся большие потери и уничтожая на своем пути все жилые строения. 25 сентября командование вооруженных сил Республики Абхазия во избежание бессмысленного кровопролития обратилось к командованию грузинских войск с требованием покинуть город. 27 сентября 1993 года абхазские отряды вышли к центру города. И в 15 часов 30 минут флаг Республики Абхазия уже развивался над зданием Совмина. Столица была освобождена.
В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации. В освобождении Сухума самое активное участие приняли добровольцы Северного Кавказа, Юга России, представители абхазской диаспоры Турции и Сирии. Таким образом, после 14 месяцев оккупации Сухум был освобожден. Враг был деморализован и отступал. До полной победы в Отечественной войне народа Абхазии оставалось 3 дня. В парке Славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. В наступательной операции по освобождению столицы были задействованы 2 мотострелковые бригады, подразделения 2-й бригады в составе 5 батальонов, примерно по 300 человек. Также было 2 батальона Гагарского гарнизона. Только на западном гумистинском направлении было порядка 4000 бойцов абхазской армии. В этот памятный день в парке Славы граждане и гости республики возлагают цветы и склоняют головы перед памятью всех, кто не вернулся с войны. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил соотечественников с Днем освобождения Сухума от грузинских войск. Глава государства поблагодарил матерей, которые воспитали защитников Родины и ветеранов войны. Хатала тауп харас харстахуб анатра афархатша цейца заадзаз апсныканадза апсва милатлыканадза наунагза апсназыхун схыя мегзаз ашак аспаз итахаз хаштра рухцам ай разгаз а ветеранство зик тауп харас харстахуб ахнткара хал шаадзара хаджуб аяшаз итигирасо биқазату ахаус وبرزق خكوسي حمو أقرص قد وبرزق شنا حق زوها أي رشتخ أتقلز عشي خلاص أيس حرا يسكوب ناونك زا أيس حرا علاد ناونك زا تنشر علاد ناونك زا يقزات بسنرا. В день освобождения столицы от грузинских оккупантов Аслан Бжаня посетил Центр специального назначения и службу сопровождения оперативных мероприятий СГБ. Глава государства поздравил личный состав с праздником и поблагодарил за самоотверженное служение Родине. Подробнее в материале пресс-службы СГБ. 27 сентября 2023 года на базе Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия прошло мероприятие, посвященное 30-й годовщине празднования Дня Победы и независимости народа Абхазии в Отечественной войне. Товарищ главнокомандующий, личный состав специальных подразделений Службы государственной безопасности Республики Абхазия во знаменование 30-й годовщины Победы и независимости построен. Начальник центра подполковник Атумава. Поздравляю вас с 30-й годовщиной в победе Отечественной войны народа. Празднование началось с торжественного построения на плацу всего личного состава специальных подразделений Службы госбезопасности. Главнокомандующий Вооруженных сил Республики Абхазия поздравил бойцов с праздником, поблагодарив за выполнение сложных и ответственных боевых задач и защиту интересов государства и общества. Товарищи, желаю всем сотрудникам выдержки, стойкости и благополучия в жизни, здоровья, мира и процветания вам и вашим семьям. На торжественном мероприятии были зачитаны ряд приказов о присвоении воинских званий, а также почетных грамот. Во знаменование 30-й годовщины Победы руководством страны и лично президентом Бжаня было принято решение о поощрении ветеранов спецподразделений, а также весь личный состав. Затем слово было предоставлено председателю Службы госбезопасности полковнику Ахиба. Хайхабатша яхзаргаз
Аяйры хепшимры, харая хвал пшуп, айкорхара. Хатурз кослан гяргипа, апснахунткара шартат мадзура усуй цурыхзала, итабуб хашас хольстахуб, يحزق أشتو أتخراري أدقلري رزحهم حنا بينو حوال بشانك درز حخيو نك دراك زايت يخبشم أبسنا حنتكارا نك دراك زايت أبسنا. Праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию со дня присвоения звания города-героя, прошло в Ткварчале. В них принял участие президент Аслан Бжаня. В администрации Ткварчала состоялась церемония вручения государственных наград. Указами президента орденами Ахидзапша 2 и 3 степени наградили 16 жителей Ткварчала, общественных и государственных деятелей, ветеранов войны, учителей. Ордена Ахидзапша 2 степени удостоен посмертно герой Абхазии, кавалер ордена Леона Лаврентий Микваби. Затем президент принял участие в памятных мероприятиях у мемориала павшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии и у памятника Владиславу Ардзенба на аллее героев. От всей души хочу поздравить вас с этим праздником, который мы отмечаем 30 сентября. Он, конечно же, окроплен огромным количеством крови, пота. Через все это вы прошли, и лучше, чем кто-либо, знаете цену мира. Поэтому я хочу прежде всего пожелать всем нам мира, мирного неба над головой. Сложности, конечно же, есть. Вместе мы их будем преодолевать. В последнее время, как это мне представляется, у нас есть основания верить в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Я, как руководитель государства, уделяю, и моя команда в целом уделяет внимание восточным регионам, наиболее депрессивным регионам. И я думаю, что в обозримом будущем у нас сложится такая картина, когда и в экономическом плане, и в социально-экономическом отношении наши регионы будут уравнены. Выставка под названием «Летопись войны» из архивного военного корреспондента Екатерины Беби открылась в Абхазском государственном университете. На выставке представлены 170 фотографий участников Отечественной войны народа Абхазии, которые объединяют 1500 бойцов. На экспозиции побывала Рада Чичава. Увековеченная память героев Абхазии. Фотовыставка «Летопись войны» из архива Екатерины Беби рассказывает историю Отечественной войны народа Абхазии живо и эмоционально. В лицах героев-бойцов, защищавших родину, очертаниях знакомых улиц и городов видятся отпечатки трагедии, через которые пришлось пройти на пути к победе и независимости. Если честно сказать, меньше у меня архив, так как я во время войны смогла выехать всего лишь дважды на Восточный фронт во время войны, а в основном я снимала Гумисинский фронт, Гагаринское направление, но я все равно собрала самые лучшие мои кадры Чимчирского района. Я счастлива. Сегодня очень знаменитый день для меня, для нашего архива, для нашей истории. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторы и финансовую поддержку, кто оказал. Это сотовая связь Амобайл. Лично Астан Дачкадуа, которая почти целый год со мной работала. Я очень благодарна. Конечно же, Олег Алексеевич Кварами, который одобрил, поддержал. На многоплановой выставке представлен видеоархив военного корреспондента, журналиста, профессора Абхазского государственного университета и доктора филологических наук Екатерины Беби. Она прошла всю войну с камерой в руках, награждена медалью за отвагу и является лауреатом премии Союза журналистов Абхазии. Мы выставили около 170 фоторамок, смогли отразить около 1500-1600 героев нашей войны. Это видеохроника именно военная, то, что я снимала во время войны. И очень много
нового, которое я вот за 30 лет еще не успела показывать. Да и очень много еще, которое остается в моем личном архиве. Дай Бог даст, и мы еще, конечно, продолжим. Сегодня здесь, в нашем Абхазском университете, завтра у драмтеатра целый день фотохроника будет выставлена, а послезавтра, 29 числа, в городе Очимчира. Подготовка выставки – дело непростое, ведь необходимо подготовить кадры, организовать мероприятия. В этом проекте Екатерине Бебе оказала помощь компания «Амобайл», традиционно поддерживающая различные социально ориентированные акции и проекты. Мы рады оказать поддержку такому важному, нужному проекту, который посвящен памяти героев Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Это, несомненно, очень важный проект, потому что сегодняшняя молодежь может сама увидеть героизм тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Абхазии. В течение этого года мы работали над преобразованием архива Екатерины Георгиевны, видеоархива, который вообще имеет огромный смысл, над преобразованием этого видеоархива в фотографии. Итогом нашей работы стала фотовыставка «Летопись войны», которую можно увидеть сегодня в АГУ. Многие из тех, кого в тяжелые 413 дней войны запечатлела камера Екатерины Бебе, сложили головы во имя свободы Родины. Но бесценные кадры, представленные на выставке, не дадут забыть великий подвиг нашего народа даже спустя десятилетия и сохранят в сердцах каждого из нас благодарность за добытую победу. То, что представлено сегодня здесь, действительно нас окунает вот в атмосферу того времени. И то, что мне понравилось, если вглядеться в эти лица, они светлые. И люди, которые изображены на этих фотографиях, кто-то перед боем, кто-то в момент, когда солдаты отдыхают. Эти лица светлые. И видно, что эти люди вкладывали очень большой смысл в дело защиты Родины. И спустя 30 лет, оглядываясь назад, можно подумать, что то, о чем тогда мечталось, может быть, не получилось. Но я считаю, что получилось. И получилось даже больше, чем мечтали. И будет получаться в будущем еще больше. Взгляните в эти лица, они светлые. Я хочу, чтобы эти светлые лица, этот свет в лицах, эта надежда на будущее передалась через эти фотографии и всем вам. Фотовыставка «Летопись войны» из архива Екатерины Бебе – это история одного из самых тяжелых периодов нашей страны, навсегда запечатленная на фотопленке. Благодаря подобным проектам подрастающие поколения всегда будут помнить и чтить героев, сражавшихся за свободу Абхазии. Рада Чачава, Лаура Капш, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Еще одна выставка, посвященная 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, открылась в Центральном выставочном зале. Экспозиция под названием «Память жива» объединила работы известных художников Батала Джапуа, Тимура Ахуба, Бориса Ашуба, Виссариона Цвижба, Ильи Цвижба, Оксаны Барзания, Игоря Панченко, Руслана Габля, Нукзара Логу, Валерия Богателя, Геннадия Лакоба, Руслана Чхамаля, Амирана Адлейба. Выставка доступна для посещения до 15 октября. В день освобождения Сухума от грузинских захватчиков в администрации столицы была организована обширная культурная и развлекательная программа. На набережной проходили выставки, различные спортивные турниры, соревнования по стрельбе из лука, шашкам, домино, настольному теннису. А в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоялось театрализованное представление, в котором приняли участие 15 столичных школ и воспитанники детских садов. Дети спели песни на военную тематику, прочли стихи и исполнили абхазские танцы. А вечером в Абхазской государственной филармонии состоялся праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады и танцевальных коллективов республики.
С поздравительной речью к собравшимся обратился глава государства Аслан Бжани. Концерт, посвященный Дню освобождения Сухума, смотрите в нашей программе. – 27 сентября – знаменательная дата, которая объединяет два события. День освобождения столицы и профессиональный праздник Абхазской таможни. Государственному таможенному комитету исполнилось 32 года. В центральном аппарате ГТК прошла торжественная церемония награждения сотрудников таможни ведомственными наградами. Репортаж Алики Трапш. Для таможенников Абхазии 27 сентября – особая дата. Сразу два знаковых события отмечает ведомство в этот день. 32-ю годовщину со дня создания таможенной службы Абхазии и 30-летие со дня освобождения Сухума. В самый тяжелый период нашей истории таможенники не только защищали экономические интересы страны, но и охраняли рубежи Родины. Это было непростое время. Время тяжелых испытаний и горестных утрат. Мы отдаем дань глубокого уважения коллегам, ныне ветеранам таможенных органов, вставших на защиту нашей Родины, а затем принявших участие в становлении таможенной службы. 21 сотрудник таможенных органов Республики Абхазия сложили головы во имя свободы Родины, исполняя свой служебный долг. Мы склоняем голову перед памятью наших товарищей. В настоящее время в ГТК продолжают нести службу 48 ветеранов. Из них 1 герой Абхазии, 9 кавалеров ордена Леона и 23 сотрудника, награжденных медалью за отвагу. Профессия таможенника и сегодня требует патриотизма, ответственности и верности долгу. В рядах госкомитета немало молодежи. Нынешний коллектив – это сочетание опыта и молодой энергии. Решая поставленные перед таможенной службой Абхазии задачи по реализации таможенной политики, Таможенный комитет за свою историю проявил себя как профессиональный работоспособный коллектив. От нашей эффективной работы зависит уровень наполнения республиканского бюджета, а значит возможность реализации социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны. Убежден, что усилиями нашего сплоченного коллектива все поставленные руководством страны задачи будут успешно выполнены. Поздравляю вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником Днем таможенника. Желаю вам мира, семейного благополучия, удачи, успехов в служении Родине. Абхазские таможенники тесно сотрудничают с Федеральной таможенной службой России. С праздником коллег поздравил представитель ФТС Константин Козлов. Вы, являясь важнейшим инструментом экономической политики в руках государства, формируете значимую часть ее бюджета. Я хочу пожелать вам успехов в вашем профессиональном труде, крепкого здоровья и благополучия в ваших семьях. И верю, что все задачи правительства вы исполните с наивысшим результатом. В завершении торжественного собрания за отличную службу медалями ведомства, памятными подарками и грамотами были награждены ветераны и отличившиеся сотрудники. Указом президента Аслана Бжани 3 сотрудникам ГТК присвоено специальное звание полковник таможенной службы. Еще одному сотруднику звание генерал-майор. Также указом президента награждены нагрудным знаком отличники таможенной службы. Алика Трапш, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Сегодня на территории Абхазии нет действующих террористических организаций. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут в интервью российскому телеканалу ТВЦ, участвуя в международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма. Мероприятие проходило в Москве 26 и 27 сентября под эгидой МВД Российской Федерации.
Ну, во-первых, абхазская сторона впервые участвует в такого рода конференции, и за что мы благодарны руководству МВД Российской Федерации. В этом направлении по борьбе с экстремизмом и терроризмом у нас традиционно ведется очень, так скажем, активная работа, и есть серьезные результаты, которые позволяют нам сохранить стабильность и, в принципе, в условиях происходящего вокруг всего сейчас в мире, можно сказать, основная работа, акцент направлен именно на стабилизацию обстановки в этом направлении и борьбы с экстремизмом, терроризмом и различными проявлениями его. У нас есть масса примеров по борьбе с непосредственно терроризмом, так скажем, на территории Республики Абхазия, как и ранее озвучил сейчас на конференции. Есть хороший пример 2014 года, период подготовки к Олимпийским играм. На территории Республики Абхазия было выявлено совместные усилия с правоохранительными органами Российской Федерации крупная террористическая ячейка, которая готовила, скажем, теракт на площадках Олимпиады. Данные лица были привлечены к уголовной ответственности. Было изъято колоссальное оружие, количество боевого оружия, в том числе высокоточного. То есть в этом направлении у нас постоянно регулярная работа ведется. И могу сказать, что благодаря совместным усилиям мы сегодня достигли в этом направлении стабильности. На территории Республики Абхазия действующих ячеек террористических организаций нет. Для Республики Абхазия такого рода конференции очень важны, так как у нас есть возможность познакомиться с представителями других государств, с которыми можно выстраивать в дальнейшем отношения непосредственно, как говорится, с участием российской стороны. Об итогах прошедшего курортного сезона и деятельности милиции на транспорте в репортаже пресс-службы МВД. Линейное управление внутренних дел на транспорте – это структурное подразделение Министерства внутренних дел, обеспечивающее правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Противодействие преступности, охрана общественного порядка и организация безопасности требуют от сотрудников транспортной милиции высокого профессионализма и знания не только своей специальности, но и особенностей функционирования многих служб, взаимодействия, умения мгновенно ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке и незамедлительно действовать. Линейное управление внутренних дел состоит из, естественно, во главе стоит линейное управление внутренних дел и имеются структурные подразделения наши территориальные, их всего 12. Это получается 2 линейных отдела милиции, это на ЖД-станции Сухум и ЖД-станция Гагра. И 10 линейных пунктов милиции. Непосредственно линейное отдел милиции Сухума и Гагры. То есть они полноценно осуществляют свою деятельность, значит, работают в штатном режиме. Ну, естественно, эта работа заключается прежде всего в предотвращении преступлений в отношении, особенно это в летний период, граждан, отдыхающих, которые приезжают к нам в гости в Абхазию. Работа строится совместно, то есть выявляют и, естественно, потом подключаются отсюда с управления сотрудники. Общий материал доводится до логического и передается в следственный отдел, непосредственно который находится тоже у нас в управлении, транспортном управлении. Колоссальная нагрузка ложится на Гагрский отдел транспортной милиции. Здравствуйте. Как у вас настроение? Как вам Абхазия? Очень хорошо. Рады, что всем все понравилось. Очень мы рады. Вернетесь еще? Обязательно. Именно сотрудники Гагрского линейного управления внутренних дел первыми встречают туристов и сопровождают их по всему пути следования вплоть до столицы Абхазии Сухума, а также на обратном пути. Летний курортный сезон прошел достаточно спокойно, без особых происшествий. Все происшествия, с которыми мы сталкивались, личный состав разрешал в плановом штатном режиме. Личный состав более 20 человек в нашем отделении. Из них как средний, так и старший наш состав и младший состав. Когда происходит любой вид правонарушения либо преступления, занимаются этим вопросом практически весь личный состав с целью скорейшего раскрытия. На Гагрский отдел ложится основная нагрузка ЛУВДТ. Сотрудниками
линейного отдела милиции нашего, значит, ежедневно проводится мониторинг, значит, криминогенной обстановки на веренной территории. Также милиция общественной безопасности занимается контролем при посадке и высадке пассажиров с пассажирских поездов дальнего следования. Вы знаете, что у нас сообщение Москва-Сухум, Санкт-Петербург-Сухум, то есть в летний период достаточно большое количество поездов и пассажиров приезжает. Помимо обеспечения общественной безопасности, активно работает группа уголовного розыска, сотрудники которой за текущий год выявили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в частности, незаконный ввоз наркотиков на территорию Абхазии, в том числе и с целью сбыта. Также совместно с УВД по городу Гагра при взаимодействии с ними было раскрыто 2 преступления такого же характера по статье 223 «Хранение, приобретение наркотических средств». Вот. Что касается административной практики, более 50 административных протоколов было составлено при рейдовых мероприятиях на КПП ПСОУ. Административные протоколы в основном все по статье 45. Это незаконное потребление наркотических средств. По всем лицам вынесены постановления судов. Гагра – ворота нашей страны. Это первое, что видят туристы, пересекающие государственную границу по реке Псо. Еще год назад дислокацию Лом-Гагры едва можно было назвать отделом милиции. Разрушенные кабинеты, неухоженная территория, кадровые проблемы. Новое руководство реанимировало Лом. Теперь в линейном подразделении служат более 20 сотрудников, возглавляет отдел Эми Кагарба. Также свои положительные плоды приносит тесное сотрудничество правоохранителей с руководством РУП «Абхазская железная дорога» и районной Гагарской администрации. Был проведен косметический ремонт, восстановлены, значит, служебные помещения. Также был проведен косметический ремонт, значит, фасада вокзала железнодорожного, перрона. То есть, по мере возможности, все, что можно было сделать для улучшения облика, для улучшения качества, нами было проведено. Группы уголовного розыска и патрульно-постовой службы транспортной милиции постоянно дежурят на всех железнодорожных станциях республики, а также следят за правопорядком в акваториях туристических районов страны, особенно в период курортного сезона. Это зона ответственности отделения милиции на водном транспорте. С недавних пор активизировалась работа линейного пункта милиции на железнодорожной станции Цандрипш. Летом ежедневно станция принимает сотни туристов, и при такой нагрузке необходим усиленный контроль общественной безопасности. Пункт транспортной милиции действует круглосуточно, укреплен кадровый состав, приведены в порядок служебные помещения. Руководство и сотрудники линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии всегда оперативно реагируют на инциденты, правонарушения и преступления. Вместе с тем они призывают граждан и гостей республики к бдительности и соблюдению осторожности при нахождении в непосредственной близости с дорожными путями. Очередной съезд Русского ботанического общества, возможно, пройдет в Абхазии. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава и академик Сергей Бебе приняли участие в работе съезда, где и озвучили данное предложение. Научные конференции проходили в Санкт-Петербурге и объединили представителей Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Абхазии и, конечно, России. Шазина Ханагуа расскажет, о чем говорили ученые-биологи. Съезд Русского ботанического общества считается знаковым событием в ботанической науке России и проводится раз в 3 года. В работе съезда и конференции приняли участие 116 делегатов из 33 отделений, в том числе представители Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Республики Болгария. Мы являемся действительно членами этого ботанического общества. Наш институт ботаники, при ботаническом институте нашего организован ботаническое общество Абхазии, которое возглавляет Савелий Читанава. И вот как делегаты мы туда прибыли. Принимали участие в обсуждении, очень серьезном обсуждении резолюции. Были выборы, серьезные выборы нового председателя Русского ботанического общества. Выбрали, в общем, голосованием где-то 70 с чем-то голосов доктора биологических наук Аверьянов
Вот так, он же и был раньше председателем этого совета. На конференции были рассмотрены различные вопросы ботаники и экологии растений, обмен опытом, консолидация ученых, приобщение молодого поколения исследователей к научным разработкам. Главная цель мероприятия. Это Русское ботаническое общество, это старейшее, очень старое, еще до установления советской власти, еще это общество существовало и работает по сей день успешно, организовывает совместные экспедиции, совместные исследования, помогает ботаникам так, в своей работе и так далее. Мы их постоянно поддерживаем с ними и работаем совместно. А 12 сентября в Ботаническом саду Петра Великого состоялся 6-й съезд Совета ботанических садов стран СНГ «Приман», в котором также приняли участие представители Абхазии. Абхазия там представлена как ассоциированный член. Не действительный член, а ассоциированный, потому что это международная организация. К сожалению, политика здесь присутствует, и мы еще не можем, значит, чтобы полноценно быть членами этого общества. Однако во всех работах этого съезда или во всех проявлениях ботаническими садами СНГ мы сотрудничаем, у нас заключены договора с нашим институтом и успешно плодотворной работой. Ботанический институт Академии наук Абхазии, Центр развития ботанической науки. Так назывался доклад академика, доктора биологических наук Сергея Бебия. Было заслушано 18 докладов, в ходе которых участники съезда обсудили актуальные вопросы деятельности ботанических садов, в том числе основные направления научных исследований. Говорили и о роли ботанических садов в охране природных памятников и генофонда редких и исчезающих видов растений. Я выступил и сказал, среди многих проблем ботанических садов есть одна очень важнейшая проблема. Вот исходя из того доклада, что Крестов сделал, говорю, самая главная цель ботанических садов сегодня мы должны приступить к изучению потенциальных возможностей растительного мира, растений, отдельных растений вот, к изменениям этого климата. Иначе мы завтра можем остаться без растительного покрова. Это смерть. Это гибель всей жизни планеты. Вот. Идет очень резкое изменение климата, изменение условий произрастания растений, а темпы эволюции не достигает, не способствует сохранению этих растений. В завершении Сергей Бебия выступил с предложением о проведении следующего съезда в Абхазии. Я выступил с обоснованием проведения следующего ботанического съезда ботанических садов СНГ в Абхазии у нас в Сухуме. Тут появилось много конкурентов. Там Алмата, там Узбекистан и еще другие регионы России. Но я сумел обосновать, что очень много вопросов необходимо решить у нас. Более того, Абхазия является, так сказать, центром ботанических исследований не только на пределах как Абхазии, но всего планетарном масштабе. И вот надо очень серьезная, так сказать, кооперация или очень серьезное такое совместное исследование. Это можно решать только на месте, ознакомившись с ситуацией с природой нашего края. При голосовании я получил 70% голосов. И, значит, было принято решение, все поздравили. Это будет в 2025 году, в 3 года раз. Мы эти детали все обсудим, и мы вам поможем, говорит он, проведению этого съезда у вас в Абхазии. В рамках съезда Сергей Бебия был удостоен разных наград, главная из которых – медаль академика Комарова за вклад в ботанику. Шазина Ханагуа, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, на культурно-деловой площадке ГУМа состоялась панельная дискуссия на тему «Событийный туризм как фактор развития туристического потенциала Абхазии». Организовали мероприятие биолого-географический факультет и кафедра географии АГУ при содействии Минтуризма. Участники дискуссии обсудили ситуацию в туристической сфере республики, обозначили проблемы, а также возможности организации событийного туризма. Гости площадки могли также попробовать местную кухню, абхазские вина и приобрести какой-нибудь рукодельный сувенир. Спикерами выступили первый проректор Абхазского государственного университета
факультета, почетный доктор Академии наук Абхазии Роман Дыбар, декан биолого-географического факультета Игорь Цулая, главный специалист отдела анализа Минтуризма Тараш Хутаба, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, менеджер курорта Пицунда Азамат Богателия. В эти дни в Абхазии проходит международный пленэр Организации Евразийского художественного союза. В рамках мероприятия в фойе гостиничного комплекса «Рица» была организована выставка картин молодых и перспективных художников. Здесь представлены разные коллекции, работы, стили мастеров кисти не только из России, но и со всего мира. Программа пленэра рассчитана на 10 дней. Это мастер-классы от начинающих художников до состоявшихся профессионалов, а также посещение достопримечательностей республики. Планируются творческие выезды в Сухум, Пицунду и Гагру. В рамках пленэра будет организована фотосъемка каждой работы и проведено онлайн-голосование экспертных членов профессионального жюри. Принять участие в выборе самых удачных работ смогут все желающие. Также есть возможность приобрести понравившуюся работу. После завершения пленэра будет организована еще одна экспозиция, которая дополнит данную выставку этюдами, написанными в рамках творческих поездок. Тогда и будет подведен итог голосования и объявлены победители. Мы проводим не только в России проект, а реализуем еще на международном уровне. Поэтому мы приехали в Абхазию пригласить абхазских художников стать членами и партнерами Евразийского художественного союза. И уже декан факультета, проректор, ректор уже стали нашими и членами, и сотрудниками. И надеюсь, что будут теперь участниками наших проектов. Больших международных. Вот ближайший будет в ноябре. Мы сегодня разговаривали с Нугзаром Чичиковичем, пригласили их активно принимать участие в наших проектах. Так что надеюсь, что скоро Москва и международное сообщество художников увидят абхазскую живопись, скульптуру, графику. Захватывающий дух интерьер, профессиональные мастера, сочетание красоты и комфорта. Все это новый салон New Fantasy. К вашим услугам индивидуальный подход и специалисты, которые следят за мировыми тенденциями в области красоты, применяя на практике самые последние разработки. В этом убедилась Сария Кварацхелия. До открытия нового салона красоты New Fantasy оставались считанные минуты. Владелица салона Наня Анчебадзе наносит последние штрихи в макияже. И вот она уже готова встречать гостей. Салон красоты New Fantasy всегда идет в ногу со временем. Здесь следят за мировыми тенденциями и научными достижениями в области красоты, применяя на практике самые последние разработки. Салон радует своих клиентов более 14 лет. Это значит, у New Fantasy более 12 тысяч благодарных представительниц прекрасной половины человечества. Я являюсь другом салона красоты New Fantasy, потому что в связи со своим бизнесом, магазином одежды, мы постоянно коллаборируем, мы постоянно делаем съемки, и я стараюсь красить своих моделей именно у мастеров салона New Fantasy, потому что у них очень высокий уровень профессионализма и стиля. Поэтому на самом деле салон New Fantasy, он один из ведущих сегодня в Абхазии, и я желаю ему только процветания. Мы еще не заходили, я думаю, это сюрприз. Она ждет и заведет нас всех, покажет свое супер крутое помещение. Я думаю, что все на высшем уровне, потому что она отдавала свою душу. Чувствуется постоянное развитие в управлении, и при этом ориентируется не только на увеличение клиентов, а прежде всего на качестве оказываемых услуг. Хочется пожелать, чтобы в этот современный красивый салон, из него, точнее, уходили не только красивыми, но и счастливыми. Владелица салона Нана Анчебадзе, приветствуя гостей, отметила, что в течение 2 лет она с трепетом и до мелочей продумывала новое современное пространство красоты. Этот праздник наш с вами общий. Я хочу поблагодарить каждого за ваш выбор, за веру в нас. Все, что мы делаем в первую очередь для вас. Я уверена, что клиенты нашего салона чувствуют, ощущают нашу заботу, нашу любовь, весь наш трепет.
Как всем известно, мы открываем двери в новый салон, расширяем свои границы. Этот день приурочили к нашему 14-летию. И вот настал долгожданный момент. В кругу семьи и друзей Нана вместе с супругом перерезала красную ленту. Здесь по-настоящему царит атмосфера эстетики, захватывающий дух интерьер, приятная музыка, индивидуальный подход, профессиональные мастера, удивительное сочетание красоты и комфорта. Все это новый салон New Fantasy. В этом салоне уже мы разделили мужские зоны, женские зоны, то есть чтобы всем было комфортно. Мы предоставляем парикмахерские услуги, услуги ногтевого сервиса, вот мужской зал тоже, широкий спектр услуг, волосы, барберы у нас будут работать, педикюр мужчины могут делать и маникюрная зона. На открытии салона соблюдался дресс-код в стиле Total Black. Современная музыка, диджей, аниматоры, фуршет, розыгрыши и сертификаты. Вокруг царила праздничная атмосфера. Я в полном восторге. Боже, я ахаю абсолютно в каждый угол. В каждом углу я вижу Нанину любовь, ее душу и ее старание. Здесь можно будет создать эффектный образ и сразу же приобрести профессиональную продукцию. А это значит, на новое место в скором времени переедет и магазин косметики New Fantasy. Есть и отдельный кабинет учебного центра салона, где высококвалифицированные преподаватели и технологи откроют вам свои секреты и поделятся знаниями. У нас огромная команда, и будет ее еще больше. Вот, и надеемся на плодотворную работу. Салон красоты New Fantasy работает в штатном режиме по адресу улица Воронова, 39. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 28 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.